Сколько этносов, проживающих в России, вы знаете. Российская Федерация – одно из наиболее многоэтничных государств в мире. Здесь живет более 190 этнических общностей. Представители фактически всех национальностей сохраняют свой язык, традиции и культуру. В этом фильме мы познакомимся с культурой чувашей. В мировоззрении чувашей каждая деталь имеет значение. В мифических образах скрыта мудрость чувашского народа. Кто же такие чуваши и где находится центр земли, в котором они живут? Чуваши – тюркский народ, коренное население Чувашской республики, которая расположена в европейской части России. Столица республики – город Чебоксары, расположен на берегу Волги. Национальный язык – чувашский. В республике является государственным, наряду с русским. Чуваши делятся на 3 группы – верховые, средненизовые и низовые. Чуваши – 5-я по численности народность России. Основная вера – православие. Есть приверженцы традиционных языческих верований и мусульмане. История чувашского народа прослеживается с древних времен. В VII-VIII веке предки чувашей, сувары, переселились с Северного Кавказа в район Среднего Поволжья. Здесь чувашская культура развивалась во взаимодействии тюрко-булгарских и финно-угорских народов. К X веку, объединившись, эти народы создали древнее феодальное государство Волжская Булгария. В булгарских городах, таких как Булгар, Биляр, Кашан, Нухрат, существовали различные отрасли ремесленного производства: кожевенное дело, ювелирное мастерство, гончарное мастерство в том числе. Известно, что Волжская Булгария неоднократно подвергалась натиску монголо-татар, а в 1236 году не выдержала натиска. В результате было разрушено 32 города и 2000 поселений. Более 80% населения было уничтожено. Вместе с тем, впоследствии многие разрушенные города восстанавливаются, в том числе и город Булгар, который становится впоследствии первым центром чеканки монет монгольских ханов. Появляется совершенно новый обычай установления намогильных памятников. Перед нами намогильный памятник XVI века. На нем арабской вязью написан текст. Без знания чувашского языка расшифровать надписи на этом памятнике невозможно. Этот памятник – подлинное доказательство тому, что предками чуваши являлись именно булгары и сувары, а чувашский язык – единственный сохранившийся язык тюркской группы булгарской языковой ветви. Наравне с чувашским языком был еще хазарский язык. Для сравнения, ныне на хазарском языке никто не разговаривает, а чувашским языком владеет огромное количество людей. Наравне с арабской вязью продолжала использоваться древняя тюркская разновидность рунического письма. Чувашские руны состоят из более чем 35 символов. Элементы этих символов чуваши использовали в национальных ремеслах и в быту. Нужно про руническую письменность сказать, что писали рунами справа налево или же сверху вниз. Гласные в середине и в конце слова пропускались. Поэтому так сложен путь расшифровки памятников с руническими письменами, которые можно найти и в современности в том числе. В экспозиции представлен надгробный памятник XVIII века, 1740 годом датируется. «Очень вспоминая на тебя, уповаю», расшифрована надпись на этом памятнике. Где еще можно найти рунические письмена? На надгробных памятниках, как уже было представлено, на деталях женского нагрудного украшения шульгеме, на кольцах и перстнях в том числе, а также на рубахах. Не зря говорили, что в старину одежда служила паспортом человека. Глядя на костюм, можно было очень многое сказать о человеке. Например, прочитать рунические письмена, которые можно найти и на рубахе в экспозиции. «Хантас тере кантей» расшифрована самая малая часть. Чуваши по диалектальным особенностям языка и по быту разделяются у нас на 3 большие этнографические группы. Чуваши – верховые, низовые и средненизовая группа. Каких-либо кардинальных отличий между этими группами нет, но все-таки даже в современности, в 21 веке, представитель низовой группы безошибочно определит, кто перед ним стоит. Свой же, либо представитель верховой, например, группы.
Вместе с руническим письмом погибли сотни тысяч произведений малой и монументальной скульптуры, например, фигурки божеств, как олицетворение традиционной религии чувашского народа – язычества. Чувашское язычество возникло, берет свои корни из зороастризма, ислама и иудаизма. Боги и божества в язычестве разделялись на две большие части. Был верхний мир и нижний мир. Во главе с верхним миром был Шульди-Тура, Асла-Тура, говорили чуваши. Во главе с нижним миром был Шуйтан. Похожие образы можно увидеть и в соседних культурах в том числе. В XVI веке из-за географического положения чуваши оказались в центре продолжительного противостояния Московского государства и Казанского ханства. Устав быть между двух огней, чуваши обратились к Ивану Грозному с тем, чтобы стать под покровительство Москвы. Впоследствии были построены города-крепости, в том числе город Чебоксары. Традиционная чувашская изба, пурт, ориентировалась входом на восток и окнами на юг. Со второй половины XIX века появляется жилище среднерусского типа. Чуваши селились в небольшие деревни и села, которые назывались ялы, и располагались вблизи рек, озер и оврагов. Обычно на разных концах яла селились родственные семьи, которые всячески помогали друг другу в быту. В быту чуваши были очень непривередливы и скромны, избы были небольшие, использовали для отдыха, для работы и для сна скамейки, нары по периметру стен. Их сдвигали вместе, там же спали, там же отдыхали и работали. Ни одна изба не обходилась также и без ткацкого станка. Обожествляли то или иное. Например, в каждой избе, считали чуваши, живет свое божество. Херцурт, например. В бане живет Ерах. Или в лесах и оврягах живет Аржури. Когда чуваш заходил в чужой дом, первое слово, которое он произносил, было адресовано именно божествам. Божеству, которое живет в этом доме. И только потом слово предоставлялось хозяевам. И вот такое уважительное отношение к божествам в том или ином объекте, будь то баня, будь то амбар, будь то клеть, оно наблюдалось. В быту чуваши были непривередливы и скромны. Избы были небольшие, но особое внимание уделялось убранству. Снаружи дома украшали резьбой и росписью, внутри – ткаными или вышитыми полотенцами и занавесками. Великое достояние нашего народа – это наша чувашская вышивка. Это действительно уникальный материал для изучения современных ученых. Хотя, наверное, наши предки, когда вышивали, когда наши прамамочки вышивали, не придавали такого значения. Они просто вышивали свои программы. Они просто создавали свою жизнь, жизнь своей семьи, через эту вышивку передавая очень важную сакральную информацию. И, конечно, чувашская вышивка, как непревзойденное искусство, она представлена практически во всех музеях Европы, во всех музеях мира, как филигранная вышивка, имеющая сакральный смысл, имеющая двустороннюю вышивку. Ее невозможно отличить, где лицо и где изнанка. И поскольку она действительно такая очень филигранная, очень тонкая работа, очень мелкая работа, которую даже не отличить, машинная это вышивка или ручная вышивка, она и в частных музеях мира представлена тоже очень широко. То есть каждую сторону нужно было вышить одинаково, пряча все узелочки, все задоринки. Если во время сватовства видели сваты, что где-то неаккуратно вышито, могли запросто развернуться и уйти, потому что считали, что если невеста вышивать не умеет, то и хозяйки от нее никакой не получится. Самым красивым обрядом, самым долгожданным и самым многолюдным являлся обряд свадьбы. До свадьбы всегда проходило сватовство. Во время сватовства невеста подносила ковш с пивом жениху, с нашим национальным напитком, был у чуваш даже безалкогольное пиво, а на колени клала свою визитную карточку платок жениха. Платок жениха у нас прямоугольной формы, чтобы, когда во время свадьбы крепили платок жениха на плечо либо на спину, можно было разглядеть вышивку и с одной, и с другой стороны. А чувашская вышивка на чем интересна? Она не имеет лицевой и изнаночной стороны. Вся вышивка наша, она делилась
по мировоззрению наших предков на 3 составляющие. Вышивка, которая использовалась только на масмаках и сурбанах, это головные и налобные повязки, они имеют, как говорят современные ученые, самые высокие вибрации. То есть это символы мира богов. Это действительно знаки солярные, знаки Солнца, космоса, Тюбе, небосвода, Ту, горы, где живет Создатель и так далее. У всех этих символов, как говорят, очень высокая вибрация. Когда мы переносим вот эту информацию просто как прикладной характер, применяя в современной жизни, мы понимаем, почему наши женщины были очень гармоничными. Обиды, страхи, сомнения были излишни в голове, потому что вот эти знаки, которые носились на головах, они просто гармонизировали, они просто приводили в нормальное состояние весь наш мыслительный процесс, потому что они же работают. Знаки и символы, которые вышивались на груди, они больше нигде не вышивались, и эти знаки символизировали тему семьи, программы рода. И если мы почитаем внимательно то, что писала девушка, еще будучи не замужем, но уже на кеске, это такие розетки, которые потом, когда она родит ребенка, будут нашиваться на ее платье, кормящей матери, там как раз программа, которая рассказывает о том, что создаю свою семью, открытой в пространстве. Пусть в моей семье будет 16 здоровых детей, как заключительная фраза, которая 16 лучиков солнца выписывает наша прамамочка на этой вышивке. И там мы читаем, что 8 душ должны прийти по линии папы, чтобы сила рода веками не уходила из рода, из семьи. 8 душ должны были прийти по линии мамы, чтобы любовь из рода никогда не уходила веками. Вот отсюда появляются эти 16 здоровых детей. Причем было поверье, что когда в семье 16 детей, во-первых, это родители самые уважаемые и самые почитаемые. Во-вторых, этому роду, этой семье помогает сам Тура, сам Создатель. Он сам ведет эту семью и свой род. И третий мир, мир, в котором жили наши предки, это мир предков наших, он отражен в нашей вышивке, в нашем костюме по низу рукавов, по низу кебе платьев, как обережные символы наших прародителей. Таким образом, сама вышивка и сами украшения, и сама одежда нам подсказывает, как же мировоззрение наших прародителей, как макрокосм отражался в самом человеке, в каждом из нас, как микрокосме. Мир богов, мы, оказывается, выясняем, это наши мысли. И поэтому наша бабушка нас учила единственной фразой. Мы от нее никогда не слышали слов «нет» и «нельзя». Нам все можно было всегда. Но она всегда повторяла эту фразу «Ачам, узалшухшсем тады, доченька, даже злых мыслей не держи». Мы начинаем понимать, что предки-то знали, что наши мысли – это очень важно. Они должны быть чистыми, светлыми. По традиционному костюму чувашки можно было сказать, кто перед нами стоит. Замужняя женщина или незамужняя девушка. Девушки носили шапочковидный головной убор – тухью, украшенную бисером и монетами. А замужние женщины носили полотенцеобразный головной убор – сурбан. В праздники поверх надевали хушпу. Украшения и наряды говорят нам о богатстве культуры народа, а сохранившиеся рецепты национальных чувашских блюд могут многое рассказать об истории народа. Одно из самых древних блюд, которое нам рассказывает о том, что нам приходилось не только заниматься земледелием, но мы вели кочевой образ жизни, это действительно история подтверждает, это наши мясные блюда. Суп шурбе, шартан, мясной орех, запеченный в печке, чагат, сыр домашнего приготовления, также запеченный. Все эти продукты нам говорят о том, что вот прямо в походное время, во время передвижения могли наши предки себя прокормить. Весь мир состоит из 7 слоев. 3 слоя неба, 3 слоя подземного мира, а между ними наш квадратный земной мир. Чуваши живут в центре Земли. С 4 сторон по краям земного квадрата небосвод поддерживают 4 столба – золотой, серебряный, медный и каменный.
На верхушке столбов располагаются гнезда. В них по 3 яйца. На яйцах утки. Берега земли омывает океан. Его бушующие волны постоянно разрушают берега. Когда край земли дойдет до Чувашии, конец света придет. Верили древние чуваши. Сувары, предки чувашей, были язычниками, поклонялись природе и многочисленным богам, главным из которых был Тура. В 944 году основной религией Булгарии, в которую входили чуваши, стал ислам, а при Иване Грозном жители этих регионов массово крестились в православие. Но чуваши не забыли традиционные верования своих предков и до сих пор приезжают к священным местам, которые они называют кереметями, в честь любимого сына Тура. Рядом с населенными пунктами располагались места жертвоприношения и кереметища. И чуваши, в зависимости от того, что просили, приносили в жертву различных жертвенных животных в течение года. Что просили чуваши? Хорошего урожая, тучного скота, здравия себе и близким. А размеры жертвенного животного зависели от того, что просил чуваш. Это мог быть и петух, и бык, и конь в том числе. И мир, в котором мы живем, он отражен нигде иначе, как в нашем сердце, в нашей душе, в нашей груди. Мы проявляем этот мир отношением, своими чувствами, отношением к себе, к окружающему миру. От нас зависят эти отношения, больше ни от кого. А мир предков проявляется в нашей жизни, как наши дела и поступки, потому что предки нам завещали именно знания. И вот таким образом получается, что объединив в этом триединстве пространства эти очень важные вещи, мысли наши, чувства, отношения, дела и поступки, и если это все встает на фундамент любви и благодарности, как нас учили наши прародители, то, конечно же, человек становится счастливым и успешным и здоровым в этой даже самой нелегкой жизни, современной жизни. У древнего сувара-булгарского чувашского народа издревле сформировались 256 обрядов. Во время свадьбы обряд всегда сопровождался игрой на различных музыкальных инструментах. Ведь у чуваш огромное количество музыкальных инструментов. Это и кесле, гусли, и шобор, сарнай, волынка, и барабаны многочисленные, рожки и многие другие музыкальные инструменты. До 50 штук их количество доходило. И вот звуки чувашской волынки, к примеру, ничем не уступали звукам шотландской волынки. А из чего изготавливали? Из натуральных продуктов, из мочевого пузыря крупного рогатого скота, к примеру. И вот во время игры пузырист нажимал локтями на сам пузырь и вдувал воздух. Таким образом происходило очень интересное звучание. А сам пузырист, мастер, который играл на музыкальном инструменте, считался настоящим волшебником, который имеет возможность очищать души людей. Это опять же к вопросу о представлении мира, о мифологии в том числе. В настоящие дни многие из них забылись и исчезли. Но важные, ключевые для каждого чуваша обряды сохранились. Один из древних обрядов Керсари стал основой чувашского праздника, посвященного богатству осени. Во время этого праздника всегда выпивали бочонок старого пива, а также варили новое пиво из нового хмеля, которое было собрано уже во время последнего сбора урожая. Всегда угощали самых старожилов, а потом уже все остальные тоже угощались пивом. Для чуваш характерно варенье пива по разным техникам и рецептам в том числе. В каждой деревне, в каждом селе найдется несколько мастеров, в семье которых еще сохранилась традиция варенья пива по своему традиционному рецепту, по рецепту, который не знает никто в округе. Или же традиция печь хлеб по отличительному рецепту, который отличает одну семью от другой семьи. Для нас пиво – это не просто напиток. Для нас пиво назван в древних сказках и легендах божественным напитком сара. И вы знаете, что божественный напиток во многих народах, он ассоциируется с напитком вечной молодости, вечной любви, красоты, вечной жизни. Действительно, то пиво, которое готовили даже наши бабушки и прабабушки, его же пили дети. Там хмеля практически нет.
И во время приготовления пива вот самое важное, самое ценное, что сейчас давно упущено и забыто, это то, что старейшая женщина в роду, когда готовит это сакральное пиво, она будет петь. Все время, пока она готовит это пиво, она будет напевать специальные песни для пивоварения. В этих песнях пожелания семье, роду, народу Чувашии, всех тех важных, основополагающих ценностей, которые в мировоззрении предков являлись фундаментом долгой, здоровой жизни. Еще одним ритуалом в процессе угощения гостей пивом было исполнение сакрального танца. Он состоял из движения танцующих по спирали, ношения пива над головой. И только после поклона пиво передавали гостям. В каждом движении этого танца есть скрытая энергетическая мысль. Это целая тетрадочка, то есть пока ты готовишь 4 часа, то и больше по времени, само сусло, то есть его нужно еще вываривать и очень долго, там есть свои тонкости, хитрости. Тем не менее, все эти 4 часа, которые она будет петь, по сути, что она делает? Она создает энергетический напиток. Это напиток, который содержит всю информацию, которую поет бабушка. А вот что поет? Я вот сравниваю с нейролингвистической психологией, и как ученый могу сказать, что как психолог те песни, которые напеваются, они не то что наравне, они превосходят степень воздействия нейролингвистической психологии, потому что в этих песнях пожелания не только семье, но и роду, и народу, всех тех важных сакральных ценностей в мировоззрении предков, которые являлись основой и фундаментом для счастливой, здоровой, долгой жизни. И поэтому, конечно, все, что напевала старейшая женщина, она напевала и на богатый урожай, и на богатую семью, и на счастливый род, и на то, что весь народ живет одной большой дружной семьей. То есть вот все те ценности, которые для нас были очень важны. И, конечно же, еще одна отличительная особенность в древнем пивоварении то, что перед тем, как угощали этим сакральным напитком, пивом, гостей, когда приглашали в гости, это было обязательно исполнение сакрального танца, славельного танца пива. Это хоровод. С точки зрения энергии современных ученых-физиков мы знаем, что любой хоровод – это некое такое завихрение энергии. И вы наверняка, когда обратите внимание, как танцуют наши прабабушки и как танцевали эти хороводы, сначала в одну сторону закручивая спираль, потом в другую сторону спираль, потом это пиво обнося над головами, да, и потом с поклоном передавая гостям это пиво. То есть в каждом движении, в каждом действии есть некая скрытая энергетическая мысль. Наш край всегда испокон веков называли краем 100 тысяч слов, 100 тысяч вышивок, 100 тысяч песен. Вот такой многогранный, глубокий народ, имеющий глубочайшую мировоззренческую платформу, которая рассказывает нам о законах Вселенной и о том, как можно сегодня, зная их, быть в современном мире счастливым, успешным, здоровым человеком. Сегодня большая часть населения живет в столице республики, городе Чебоксары. Чебоксары – современный и очень красивый город, в котором чувашская культура обретает свою современную интерпретацию. Несмотря на все дружелюбие и миролюбивость, у чувашского народа есть своя национальная борьба – керешу. Сначала этот вид борьбы развивался как самостоятельное боевое искусство для военных целей. Керешу была достаточно грубой. В ней использовались сильные ударно-бросковые техники. В наши дни соревнования в керешу являются обязательными в ряде традиционных чувашских праздников. Ученые, спортсмены, архитекторы, космонавты. Чувашский народ богат на выдающихся личностей. Именем Михаила Сеспеля
названы библиотека и театр юного зрителя в Чебоксарах. В Чувашии и в соседних регионах известно имя педагога и просветителя Ивана Яковлевича Яковлева. Именно он создал современный чувашский алфавит. Символ Чебоксар и всей Чувашии – величественный монумент «Мать-покровительница». Мама по-чувашски «Анне» или «Апи». Для чувашей понятие священное. Раскинутые руки являются одновременно символом приветствия и покровительства. Мать защищает многонациональный народ республики, ее историю и землю. Это является основной мыслью в образе монумента. Государственные символы, традиционные орнаменты и украшения одежды придают скульптуре особый национальный характер. Чувашская культура формировалась тысячи лет. Она объединила в себе традиции нескольких народов и смогла обрести и сохранить собственное неповторимое лицо.